Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 15. Што называецца па гарачых слядах, на працягу сутак раскрыта 11 злачынстваў, затрымана 14 падазроных особ. 13 октября на автодороге Кобрин-Береза сотрудниками милиции был остановлен автомобиль Audi под управлением неработающего жителя города Кобрин 1979 года рождения. Он перевозил в салоне автомобиля 46 канистр со спиртом без необходимых сопроводительных документов. В дальнейшем в ходе осмотра хозпостроек во дворе дома указанного гражданина было обнаружено еще 6 канистр спирта. В общей сложности 423 литра спирта на сумму более 4000 белорусских рублей изъято. По данному факту проводится проверка. За мінулыя выхадныя зарэгістравана 5 дорожно-транспортных здарэнняў. 3 чалавекі загінулі, 7 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. 13 октября около 19 часов 25 минут на автодороге М1 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 29-летний житель города Минска, управляя автомобилем марки BMW, двигаясь на 246-м километре автодороги М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, совершил наезд на перебегавших проезжую часть в неустановленном месте, не обозначенных световозвращающими элементами, 60-летнего жителя Барановичского района, который при этом находился в инвалидной коляске, и сопровождавшего его 48-летнего жителя Несвежского района Минской области. В результате происшествия оба пешехода от полученных травм скончались на месте происшествия. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выявлена 92 административных правопорушения на мяжы. Пассажирка поезда Москва-Берлин, гражданка Украины, при пересечении границы заявила должностному лицу о том, что перемещает при себе $8000 США и предъявила данную сумму к таможенному контролю. В соответствии с законодательством такая сумма не подлежала таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля среди личных вещей пассажирки было обнаружено еще $10 000 США. Превышавший установленный эквивалент $8000 США изъяты таможней до решения суда. 7 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Пашкоджана 5 пабудоў. Чалавечых ахвяр няма. В деревне Новоселки Ляховичского района пожар произошел на территории молочно-товарной фермы. В здании телятника, деревянном строении, загорелась пристройка. В результате пожара огнем повреждена кровля этой пристройки, повреждены стены, внутренняя отделка. До прибытия вызванных подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям работники хозяйства эвакуировали из здания телятника 147 телят в возрасте до 1 года.